Всем доброе утро, всем здрасте. Хотела показать вам своих цыплят и рассказать историю такую, как и почему от цыплят отказалась их мамочка. Значит, дело было так. Вон курочка села, значит, на яйцо. Долго и упорно выпрашивала разрешение. И в итоге я разрешила и подложила под нее, значит, 11 штук, по-моему, яиц. И она села. Сидела она с таким большим усердием. Очень хорошая такая наседочка. Хорошая прям. Ну, я и нарадоваться на нее не могла. И тут же, естественно, быстренько заложила яйцо в инкубатор. И параллельно вывела от своих же кур, заложила яйцо. И в один день у нас вывелись у нее цыплята, и инкубатор вывел тоже. Вот, и что вы думаете? Посадила я эту курочку к этим цыплятам. Счастливая, довольная. Было все хорошо. Буквально пошла управляться я. Утром я ее, значит, отдала ей цыплят, пошла управляться, прихожу. Так она начала мне с этих белых цыплят. Значит, 5 она убила сразу. 6-й, и вот видите, рана какая у него на голове. Вот. Так, сейчас покажу поближе. Ну вот. Вот. Несколько выжило, я не знаю, каким образом они выжили. Были они суточные. Начала она с черных. У меня всего 2 цыпленка тут черных. Я нарадоваться не могла, что у меня черные цыплята вывелись, потому что очень красивые, что курочки, что петушки из них получаются. Начала она с черных. Вот, но я подумала, ну все, началась вот это вот у нас пляска обычная, как обычно, не все как у людей. Забрала 2 черных цыплят. И вот, представляете, прихожу, перебила мне тут цыплят. Одним словом, била подряд всех. Я не могла понять, что ей надо. Разозлилась, выкинула, так мне жалко, прям цыплят этих мелких. Вот видите, какая рана у этого цыпленка на голове. Курица бойцовской породы, полукровка, дура такая, со всей дури. Она, то ли она глаза им пыталась, вот видите, вот 2, вот этих вот, 3-й вон лежит. Одним словом, очень сильно, прям я очень сильно расстроилась, не так жалко цыплят. Выкинула курочку, и она все равно бегает. Ну, ладно, думаю, отдам ей 4. Одинаковых абсолютно. И что вы думаете? Она начала точно так же бить и их. Только на этот раз я ее выпустила прямо на улицу. Думаю, под мамой не замерзнете. Ничего, она обязана, должна согреть. Ну и что? 2 начала бить. Я поняла, что она вот всем этим показывает, что 4 цыпленка для нее много. 2 я забрала, вот 2 оставила. Вот 2 она воспитывает. Вот. Вон она. Вон, видите, в сетке. Вот. С 2 она возится. А сегодня дождь. Не знаю, ночью что будет. Поэтому и взяла и затащила ее сюда, усадила в сетку и поставила тяжелое ведро, чтобы она не вылезла. Вот такая у меня курочка. Дурная. Кормлю я своих цыплят яйцом, творогом, дробленной кукурузой. Естественно, у меня тут красная лампа, без нее никак. Смотрите, спят.
Все, они покушали, они сейчас будут спать. Выставила я их на продажу, кстати. И не хотела я вообще продавать их. Но позвонила одна женщина и сказала, что через 2 дня, как только ей сделает сыновья курятник, который она у них выпрашивает уже несколько лет, она их у меня заберет. Сразу я поняла, что курятник, естественно, не построили за несколько лет, что за 2 дня, конечно же, никто его не соберет. Я говорю, ладно, ладно, все хорошо. Ну, соответственно, позвонила поздно вечером в тот день, когда уже должна была забирать. И с прискорбием мне сказала, курятник не построили ей, одним словом, но она их у меня заберет, что утром позвонит сын. Одним словом, я ей говорю, слушайте, говорю, я не собираю, мне прямо не к спеху. Я могу их вообще не продавать. До этого спрашивала, как держали они держала ли она цыплят. Цыплят купить это же не все. За ними-то нужен очень такой уход. Вот смотрите, например, вот лампа, она, значит, висит низко. Видите, под этой лампой нет цыплят. Это значит, что я должна эту лампу поднять. Им жарко. Вот я сейчас подниму эту лампу. Вот так вот. Хорошо, она у меня регулируется. И вот, и все они сейчас придут. Сейчас увидите. Сейчас все они придут и будут уже спать под лампой этой. Вот смотрите. Ну, этой женщине я объяснила, что... И вот какие-то вопросы странные. Резко она начала мне вдруг так... А как их кормить? А где их содержать? Такой... Я говорю, ну вы же говорили, что вы держали цыплят, вы знаете, умеете за ними. И сразу же у меня желание такое. Нет, продавать не буду. Короче, утром никто мне не позвонил. Даже если позвонили, я не собиралась. Я продаю только в хорошие, добрые, ответственные руки. Мне важно, чтобы мои цыплята не пропали. Им и так у них срок недолгий. Пусть они хоть живут и растут в ласке, в тепле и в заботе. Вот такие дела. А вот моя мамочка. 2 себе взяла, красавица. Ну, и спасибо ей за это. Так, вот стаканчики. Завтра я уже буду высаживать эти семена на рассаду. Что получится, что Всевышний даст, алхамдулилlah, то и получится. Всем добра, всем здоровья. Пока-пока.